Новые правила расчета и начисления пенсии вступят в силу со следующего года. Они коснутся и тех, кому до выхода на заслуженный отдых еще далеко. Наша коллега Наталья Николаева встретилась со специалистами пенсионного фонда и выяснила все подробности предстоящей реформы. В современном мире формирование пенсионных прав – актуальный вопрос для людей всех возрастов. Каждый из нас, осознанно или нет, участвует в этом процессе. Ответственный подход, основанный на знаниях, позволит эффективнее формировать собственный пенсионный капитал. Это особенно актуально для молодых людей, которые только начинают трудовую жизнь или вступят в нее в ближайшие годы. Именно их будущей пенсии предстоит формироваться по новой формуле. Между тем, реформа традиционно волнует и тех, кто собирается выходить на заслуженный отдых в ближайшие годы. Им предстоит заблаговременно позаботиться о тех документах, которые потребуют специалисты пенсионного фонда. У нас есть памятка, где у нас указано, какие документы необходимы. Первое – это трудовая книжка, паспорт, удостоверяющий личность. Мужчинам это обязательно военный билет, женщинам свидетельство о браке, если они меняли фамилию, свидетельство о рождении на детей. Также для общетрудового стажа, для подсчета, документы об образовании. Высшее либо среднее, там очное образование только. Особенно кропотливая работа специалистами кадровых служб предприятий и работниками пенсионного фонда проводится при подсчете общего и трудового стажа. Для определения права выхода на пенсию за работу во вредных, опасных и тяжелых условиях труда будущему пенсионеру необходимо позаботиться загодя, особенно если работа протекала вдали от настоящего места проживания. Досрочные пенсии назначаются только при наличии всех уточняющих документов. Необходимо заранее запросить сведения во всех организациях, где он осуществлял трудовую деятельность, с уточнением вида работы и занимаемой должности. В случае ликвидации предприятия следует обращаться к правопреемникам, либо в местный архив. Вредникам-то, конечно, им надо вообще заботиться заранее со всех мест своих, потому что это все подтвердить надо. Вот в связи даже с приказом 258, где вот прописано у нас четко, что вот эти все досрочные, которые дают право выхода на пенсию, они должны подтверждаться уточняющими справками. А плюс, когда пошла уже регистрация в системе обязательного страхования, еще и индивидуальные сведения должны быть идентичны записям трудовой и уточняющей. То есть это здесь работа большая ведется на самом деле. И чем раньше подготовится человек, обратиться, то будет вовремя, как так сказать, назначена пенсия. Что касается тех, кто собирается оформлять пенсию, выехав за пределы районов Крайнего Севера, то тут тоже есть свои нюансы. Совместная работа кадровых служб предприятий, специалистов Управления Пенсионного фонда России и самого работника позволит в будущем избежать различных недоразумений, связанных с оформлением пенсии.